Ижемец, зажиточный крестьянин Прокопий Ануфриев в 1828 году на свои средства открывает первое сельское училище в Коми-крае. У самого богатого человека в селе Кипьево Ижемского района были тысячные стада оленей, свои магазины в Париже, Лондоне, Петербурге и других крупных городах. Звали его в народе Марк Филь. Четырехкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира Сметанина Раиса Петровна, тоже ижемка. Под руководством уроженца села Краснобор Ижемского района Федора Терентьева была изобретена первая в мире вакцина против сибирской язвы. Бытует мнение, что коми-ижемцы склонны к предприимчивости. Я и сам коми-ижемец, рос в Ижемском районе Республики Коми и с детства замечал, общаясь с другими жителями других муниципалитетов республики, к коми-ижемцам относятся с особенностью. Ой, ты ижмасаяс, ты вообще молодец. Это ижмасаясыс. Я гагер. Меоктад мы на эти карны. А когда речь идет об успехе, результаты объясняются местом рождения ижмой. Любопытно. История ижемских коми отражает сложные процессы этнического и культурного взаимодействия в регионе. В республике Коми формирование ижемских коми приходится на вторую треть 16 века, а по новым данным краеведов в 1400 году на реке Ижме. В этом фильме проведем исследование. Я буду общаться с нашими современниками, предпринимателями из Ижемского района, и мы вместе с ними ответим на вопрос: в чем феномен ижемской предприимчивости? А прежде чем начнем, хочу поблагодарить Руслана Магомедова за развитие проекта «Территория Коми» и за неравнодушное отношение Коми народу. Ижма населена троякого племени народом. Первые поселяне были зыряне. Народ сей был прежде того чудь, но во времена Стефана Великопермского просвещен святым крещением. Казаки, ходившие тогда через их жилища с верхотурскую казною, принудили их собраться воедино и поселиться на сем месте. Потом, в разные времена, присовокуплялись к нему многие российские семьи, вышедшие из Усть-Илимской слободки, а некоторые из самоедов, принявших святое крещение. Все сии жители говорят по-зырянски. Иван Иванович Лепехин, академик, в 1772 году путешествовал по русскому северу и написал очерки о Ижме. Формирование ижемской общины связано с миграцией и адаптацией многих этнических групп, что привело к образованию ижемского диалекта в коми-языке. Волыны, меня эти вачки старик волы, муне, кузан, джуляduрида, иттали сечем нам, ики карамайта, а через пограничник волыда, фуражкан, почта сейчас да. Муне я сулас чернитей что, вот это баранин, керка я сестрита мачта, баранин, крышаса вежима, это трубаса вежима, это вра кращите ма керкасе, муке муне черните, я пинящас на буден кедда, я никот кетке пиняшнесе, пырталске вермас пиняшны, пырталсли встас, муне сулалан, почтуйсн да встала сулалан, суло. У них были кожаные заводы, шкурами занимались, получается, и все это хозяйство, у них были свои магазины в Москве. Один из моих прапрадедов был крестным сыном Николая II, а один из моих прапрадедов служил на императорской яхте «Полярная звезда». Антон Миш, Филиппов Антон Миш, да, у нас же не было имени-отчества. Он участвовал в короновании самого императора Николая II. Вот, это все задокументировано. Он награжден Георгиевским крестом. В музее Ижемского района военный билет, где все это сургучная печать, где все это отмечено, поэтому все это задокументировано. Тут, говорят, у нас богач был Марк Филь. Расскажи немного про него, кто. Она такая посидела. Марк Филь-то вообще, говорит, то еще и дедушка будет. Но у него было большие стада оленей, держал оленей. Больше 6000 голов у него было. Я знаю по линии бабушки до 8-го колена. Никон, Марк, Тим, Катерина. Это моя бабушка, да? Григорий, папа и я уже Александр. 9 поколений до меня предков от основателя Краснобора, Терентьева Константина, это мои прямые предки по мужской линии. И 4 поколения это в Ижме Терентьева. Со дня первого Терентьева, записи 1598 года,
В общем-то, 13 поколений по мужской линии я знаю своих предков. Это не купцы были, это были очень серьезные крестьяне, состоятельные, богатые крестьяне ижемские. У моего прадеда, получается, троюродные братья были предприниматели из Краснобора Иван Пи. Это очень состоятельные люди. Они занимались всем, что можно было на тот период заниматься. Ловили рыбу, оленина, да, переработка кожи. Неаркерка в Красноборе была одна из лучших. Красноборских у этих купцов Иван Пи, Терентьев, магазины в Архангельске, в Петербурге, в Москве, в Париже. Так вот работали. Это были очень предприимчивые. Мне вообще Кордор Радыч. Вот Зиновий, его имя сохранилось аж до 4-го колена. То есть нас называли Зинофонь Нук. И вот если я говорю где-то в магазине или где-то просто где-то на улице, меня какие-то там надо проидентифицировать меня, я говорил Зинофонь Нук, все говорили, все понял, я знаю, с какого народа. Дедушка был таким знатным оленеводом. Дедушка всего 2 года пробыл на пенсии и ушел из жизни. То есть в 74-м, мне было 3 года, когда он ушел. И очень жаль, конечно, что не удалось с ним вот как бы так пообщаться, пожить, но я этого компенсировал тем, что у моей жены дедушка, Яков Иосифович Чупров, тоже сизяпский, он в его чуме работал с ним вместе, как был бы учеником его. И много очень интересного я в процессе жизни узнал о своем деде. Бабушка из ижемского купеческого рода, такого, зажиточных оленеводов тоже. Дома наши у родственников стояли вокруг храма. Много домов, которые мы даже помним, и стояли они. Вот я показывал фотографию дедушка с трубкой, это Рочев Николай Алексеевич. Валдайский ледник, он примерно 10 тысяч лет назад начал таять, и с Европы люди заходили, охотники, рыбаки на освободившиеся земли. Просто первыми зашли на русскую равнину именно те, которые дошли до Ижмы. По моим исследованиям так получается. Я так считаю, что именно ижемский этнос имеет свой характер. Феноменально, но все информанты знают своих предков свободно до 5-го колена, а то и до 13-го предка. Возможно, именно связь с предками, со своими корнями помогает им в ведении бизнеса. Коми вместо отчества называют своих прародителей и только потом имя. Например, мой сын будет Василь, Игуль, Паш, Шурик, Паш, Генрих, Томас. Ikijäs sitä konjušņa doras dodjas sulalene, una dodjas. I etie kašava sulale. И мужик ветлалы это йомбарында киыз жere, mikä ветлалы esken dumatja, mikä karnia. Ja siis guljaite ветлалы dodjas kosti, sisen kutsumke dodjas doras valjatseet ja zapčaisuke traktorlan liuktod muilen karburatор šema kutsumke Boştasıya kinazda, mikä выращивает, mikä остат михарнце, и как раз конюшня сейчас питас, конюхус, аджасия миса, тогда мы юмбарында поле, аджасда иштеле, за Егора, да капут ты ся кашава ислам иштеле, мы тукумки, вроде чего таски сейчас Вале кушам кашава ислам сулен на кыш запчастиюс, боштазда паравар жедлек яс, зачем? Старики освоены, вачка сейчас. Да. Детям всегда рассказывал, говорю, слушайте, очень важно знать именно свою родословную вниз, потому что мы все сотканы из этих генов, так называемых. И это очень важно, потому что, я говорю, каждый спрашивает, вы были в лесу? Да, были. Я говорю, видели поваленные деревья? А какие-то деревья стоят. Вот у кого корневая система крепкая, вот они стоят, а у кого слабенькая, они падают. И так дальше гниют, портятся и все прочее. Вот у человека его родословная – это его корни. Если человек их знает, и это, знаете, вот у меня еще был такой момент, бабушка у меня была, которая ижемская, она всегда говорила такие слова в напутствии своим детям, нам, внукам говорила, и говорила «мичауле». «Мичауле» – это не то слово, что красиво живите, а вот такой очень глубокий смысл. Живите так, чтобы ваша жизнь продолжалась дальше. То есть, в плане даже, мы же уходим, каждый человек не вечный, правильно? То есть я думаю, что, вот этот момент, если человек с этим живет, ему будет некая ответственность такая. То есть я не просто живу сегодня, проживаю свою жизнь, и там дальше трава не расти. Да нет. То есть мы все несем ответственность как-то и считаю, что про ижемцев вспомнили. Почему так? Потому что я считаю, что ижемцы были
жили с такими этапами ответственности. Наследие, да? Да. Они строили, делали и оставляли за собой память, которую мы сегодня вот... Ну, к сожалению, да, то есть, наверное, время такое было, но сейчас время собирать камни, как так очень модное такое слово. Говорит, надо делать, надо успевать, возможности вот стоят эти храмы. Конечно, их наполнить очень непросто. Сегодня, даже вот, судя по нашим ижемским приходам, да, вот, прихожан там в нашем храме человек 30-40, не больше. А хотя тот храм, который большой, который восстанавливаем, он рассчитывал на все село и еще с запасом строился. То, что, ну, судя по тому, сколько населения жило и какие строились храмы, я вот немножко так историей интересовался храмов, этих построек, но люди жили с очень большой перспективой. То есть мы относились к Архангельской губернии, и никто деньги не давал, оттуда присылали там деньги, сказали, построите вам такой-то храм, таких-то размеров. Нет. Они вызывали каких-то архитекторов, они согласовывали все это с ними и сказали, мы хотим такой. Да, это определенный какой-то, наверное, имидж оставался, но они, тем не менее, это делали, что с расчетом, что будет территория развиваться. И я считаю, что на сегодняшний день наш район Ижемский, он, в принципе, может, ну, быть примером для того, что местное население, то есть сильно не уменьшилось. Да, не подтянулось с остальных сел за счет того, что тяжеловато жить в отдаленке, самолеты не летают, так вот, как ты рассказываешь, на вертолетах не перелетишь, но тем не менее Ижемский район, он более-менее сохранился в этом отношении. Я считаю, что своим, ты говоришь, такие наставления дать, сохраняйте культуру, сохраняйте историю, сохраняйте язык, это очень важно, потому что я вот сейчас внуков своих учу там, хотя они же здесь в Москве живут, учу. Те же заплечные короба, те же лодки, сани-волокуши, они ведь не все как бы полностью придуманы нами. То есть в каждом изделии присутствует что-то хорошо забытое. Ну, как это говорится, да? Все хорошо, хорошее новое, это хорошо забытое старое. То есть мы пользуемся разработками наших предков. Они ведь не просто так это все изготавливали, именно таким образом отшивали какие-либо изделия, вещи свои. Ну или из дерева что-либо делали, из бересты элементарно, или еще что-нибудь. Не просто так. Они ведь годами все это разрабатывали, на себе испытывали. А потом все удобства, все моменты они учитывали при изготовлении. А зачем? Надо, по мне, так вообще надо как бы возрождать больше, сохранять традиционные изделия своего народа. Странными членами ООН в 2015 году принят глобальный план действий в области устойчивого развития до 2030 года. Один из 17 целей гласит осознанное потребление и производство. Сразу вспоминаю коми-охотников, которые брали от природы ровно столько, сколько нужно, и соблюдали меру. Мы в 21 веке только начинаем к этому приходить. Наши предки жили по таким правилам уже давно и учили своих детей так жить. Получилось, что здесь встретились три народа. Конечно, в основе коми. Это пришли вымские коми, да, достаточно много. До нас в бассейне реки Пижма, Цильма, ну, это, в устье этих рек жили уже русские. То, что, ну, в нашем понятии усылема, но это были частью староверов, а не обязательно староверы там были, это просто были русские люди. И еще, естественно, у нас жили лесные немцы. И это вот смесь, смешение кровей, да, дало вот такой вот всплеск предприимчивости и интеллекта именно. Люди вот эти начали понимать, что жить на севере надо быть предприимчивым, надо чем-то заниматься. В 16 и до 17 века ижемцы начали обучаться у немцам оленеводству, а потом и активно сами занимались им. В 30-х годах 19 века оленеводством занималось 16,2% семей. Это число до 40-х годов выросло до 30,6%. Это огромное количество. А общее поголовье оленей составляло от 120 тысяч до 175 тысяч голов. У меня есть в крови ненецкая кровь, со стороны матери была прабабушка Ненка.
Абсолютно хорошо, лояльно отношусь. У меня среди немцев есть друзья. Я же много езжу туда. Ну, хорошие люди, это такие очень активные предприниматели, хорошие охотники, рыбаки, да, и сейчас оленеводы. Но немец живет в своем чуме, да? Ему достаточно 50 оленей. Это значит, можно поесть, можно куда-то съездить, можно сделать чум, и все замечательно. Коми начали жить, а что 50, давай 100. Что-то уже можно продать. Да? А давай 200. Уже чуть, ну, что-то разбогатеем. Можно уже еще больше что-то купить, лучше жить. И именно наши коми, ижемцы, ижва коми, сделали, что в стаде где-то 1500-2000 голов. За таким поголовьем оленей можно хорошо наблюдать, обслуживать их, да? И оттуда получается товарное производство. Товарное производство с нашим понятием бизнес. Производим товар, который можно продавать. Каждый оленевод был предпринимателем, построил крупные дома, внизу были у него магазины, делали замшу. Неправильно немножко думают, что вот оленеводы, мужики идут с оленями движутся несколько человек из семьи, остальные охотники, остальные продавцы, остальные ремесленники. Как появились лишние деньги, так и пошло дальше. Открывались уже фабрики, заводы, фабрики, да. А что еще интересно было, значит, один ижемец чем-то занимается, хорошо начал зарабатывать, сосед не душил его, да, а так сам тоже активно начал по тому примеру или где-то в другом месте, другим образом начал заниматься. В Красноборе до революции, в моем селе, до революции был кирпичный завод. Кирпичи, которые ломались, они выкидывали в ручей, во враг. Я в детстве бегал, эти кирпичи, ну, через 50 лет, даже 60 лет они были в идеальном состоянии, кусочки кирпича и не ломались. Вот такого хорошего. Все это было очень так. Съемки фильма проходили не только в республике Коми, северных регионах, но и на юге России. Тут тоже живут ижемские предприниматели. Причем живут очень дружно. В конце рабочего дня нам удалось собрать несколько выходцев из Ижемского района за одним столом. Весь вечер мы с теплотой вспоминали об Ижме, о малой родине. Мы чувствовали себя как родственники, как будто из одной семьи. Может ли в этом таиться феномен ижемской предприимчивости? Я думаю, может. В семье взрослые несут ответственность за детей. Предполагаю, что и предприниматели чувствуют важность принятия решений, что каждая сделка скажется на семье в том числе. Это некий стержень, мотивация предпринимать верные решения. В целом, общаясь с ижемцами, встречая других ижемцев, они всегда с гордостью говорят о принадлежности к общей родине, к Ижемскому району. Лично мое мнение, такого феномена я не наблюдаю. Ижемская и вообще предприимчивость северного народа проявляется, когда люди с детства, с юности понимают, что на нашем севере надеяться только можно на себя. Ну, вообще, у меня отец еще был предпринимателем, и он меня с детства приучил к тому, что надеяться можно только на себя. Никто тебе никогда в жизни не поможет, кроме самого себя. Даже сейчас, вот мы находимся здесь, тяжело сюда шли, тяжело сюда попали. Все это непросто. В команде у нас ребята со всех, можно сказать, точек нашей страны, из Сибири, из центральной России. Но мы это сделали, мы это можем. Из всех 3 туроператоров, которые работают здесь, возят туристов на Манькунер, 2 из Ижемского района. С одним мы пообщаемся. Ура! Дед мой, композитор, заслуженный деятель искусств Глеб Васильевич Семяшкин. То есть коммерческим туризмом я начал заниматься с 2012 года. 2012 год. В 2011 году я делал восхождение на гору Монблан, самую высшую точку Альп. И просто увидел всю инфраструктуру, которая крутится вокруг горы. Стоит гора, и вокруг нее какого бизнеса только нету. Велосипедные прогулки, пешком, на самолете, на дельтаплане, на вертолете. Хочешь, поднимайся, как альпинист. Хочешь, обойди эту гору.
огромный бизнес вокруг одной горы. И подумал, что возможно и в нашей республике у нас есть самая высокая гора Урала, она родная. У нас есть самая красивая гора Урала, Манарага, на нашей территории. И также, может быть, не в таких масштабах, но закрутить бизнес вокруг тех объектов, которые существуют на нашей территории, включая и Мань-Папунер. Мы находимся на юге сейчас, на юге России, в Сочи, и здесь, в принципе, природа, все, что нужно для человека, сама дала. Тут в феврале растет трава, растительность, снег не надо чистить. В принципе, живи, кайфуй, а на севере, если ты не будешь своими силами, своими руками что-то делать, чего-то предпринимать, то просто умрешь, и это была борьба за жизнь. В моем детстве, например, там, я помню 56 градусов мороза, и там постоянно приходится думать, как выжить, да, палку вставишь, не растет, да, как говорится, надо и навоз заготовить, и то, и сё, и сено заготовить в очень короткий период, потому что дожди, но там условия достаточно тяжелые, и люди вынуждены быть предприимчивыми. И была тут проблема в Сыктывкаре приобрести, допустим, фурнитуру ту же, вот, плиту вот эту для изготовления мебели. С этим была нехватка. Люди, сами мебельщики что-то возили. Но у нас тут были 2 крупные мебельные фабрики. Они закрылись, люди освободились, а они остались без работы. Хотят заниматься, но не из чего. Комплектующих нет. И я вот у меня, как я говорил, ЗИЛ был, начал на ЗИЛе уже сюда привозить. И ребята сами начали уже, можно сказать, давай привози это, привози то, больше давай вози. И в аренду взяли склад, продал эти все машины, квартиры продал и все эти деньги вложил туда. Рискнули. Да, рискнули, можно сказать. Но предприниматель, что, он должен рисковать, он должен предпринимать. Ну и оказалось, что выбор был верным. И так мы начали развиваться. Вот уже приобрели вот такие помещения, поставили станки, ну и делаем сейчас мебель, корпусную мебель. Принцип реализовать, дать возможность заработать не только себе, но и своим сотрудникам, чтобы у них был достаток им, потому что у них у всех семьи. Это как мои дети. Я вот сижу, думаю, я не могу просто так взять предприятие закрыть. Качество самопожертвования, я думаю, есть не только у северных, у ижемских предпринимателей, но и в целом у всех предпринимателей, потому что в бизнесе не всегда получается все с первого раза, в любом случае нужно чем-то жертвовать, своим временем, деньгами. Вот, например, я свою историю расскажу. У меня часто бывает такое, что не хватает средств на запись видеороликов, не хватает средств на какие-то там продвижения. И в любом случае нужно жертвовать. Например, был случай недавно, когда у меня потерялся коптер. У меня не было коптера, пришлось залезть в кредиты. За большинство моих видеороликов никто мне не платит. Там не подключена монетизация. То есть я сам все монтирую, сам снимаю, выкладываю и жертвую своим временем. Потому что хочу, чтобы после меня осталось наследие. Хочу, чтобы о Коми Республики, о Коми крае знали как можно больше человек. И чтобы жители Республики Коми слышали интересные факты о своей земле. Очень интересная тема, которая вот именно характеризует коми-ижемскую культуру. Например, рассказы о водяном. Знает, что есть такой мифологический персонаж, который обитает в водоемах. Важно, что этими мифологическими персонажами не пугают маленьких детей, оленеводов. Они говорят, что если мы будем пугать детей различными мифологическими персонажами, то дети не будут такими смелыми, отважными, они будут бояться самой природы, потому что они мешают самому образу жизни. Вот. И в то же время, например, вот такими мифологическими персонажами пугают коми, которые живут в южных районах Республики Коми. Да? Здесь огромное число водоемов, быстротечных рек, вот, и часто бывало, что дети тонули, вот, и важно было детей не допускать к водоемам. Одно из преимуществ у северных предпринимателей, что они чувствуют, знают и предвидят, куда надо двигаться, где лучше, как тебе помогут и кому ты сам можешь помочь, и кому ты можешь быть полезен. Чем мы отличаемся? Мы ехали на вездеходе, в течение 2,5 месяцев мы уже жили под открытым небом в нашей большеземельской тундре, проводили изыскания. Не было конкретных каких-либо
маршрутов. Мы должны были проехаться по лицензионным участкам, которые занимали площадь от Воркуты до Нарьян-Мара. В то лето мы проехали на вездеходе, скажем, без дорог по большеземельской тундре. Это для таких условий очень большой пробег, это 5000 километров. То есть когда-то нам не хватало топлива для вездеходов, когда-то нам не хватало продуктов. В команде было несколько человек, среди них были 2 с республики Коми, остальные были приезжие с южных регионов нашей страны. И когда мы вдалеке видели чумы оленеводов, у них были мысли, у моих, скажем, людей, которые со мной были, что давайте заедем у них и возьмем то, что нам надо. Мы не имеем права что-то у них забирать, это первое. Второе, у них все, скажем, уже рассчитано, у них забирать нечего, они сами живут в этих условиях. И как можно вот так вот думать? Хотелось, наоборот, мне к ним приехать, подъехать и, пообщавшись, может быть, с чем-то им, наоборот, помочь, потому что у нас есть возможность, и мы знали, что мы оттуда выберемся, как закончим работу. И они очень, скажем, неприветливо к нам относились до того момента, пока не понимали, что я говорю на коми, и я местный человек. После того, как я начинал с ними разговаривать на родном языке, они совсем по-другому начали относиться к нам и, так скажем, приветливо приглашали за стол посидеть, поговорить, пообщаться, друг другу чем-то помочь. Говоря об образовании и воспитании, стоит отметить, что именно в селах и деревнях воспитывается в человеке любовь к труду, уважение к труду. А трудолюбие – это одно из тоже ключевых свойств предпринимателей в любом бизнесе, да и в любом деле, в том числе и в жизни, нужно трудиться, любить труд. В этом фильме мы с вами рассмотрели 7 предпосылок ижемской предприимчивости. Но неважно, откуда вы родом, из Ижемского района, из других районов Республики Коми, из России, я верю у вас все равно все получится. Территория Коми не заканчивается именно Республикой Коми. Коми народ не только живет в Республике Коми, но и по всей России. Мы будем продолжать в рамках проекта Руслана Магомедова «Территория Коми» снимать фильмы, путешествовать. Спасибо, что вы поддерживаете. Делитесь этим фильмом со своими друзьями. Я верю в Республику Коми, верю в Россию. У нас все получится. На тысячи верст все тайга и следа, сюда не ступала людская нога, лишь волны свои в океан ледовитый несла, ты, Печора река, наша река, широка, глубока, дорога твоя далека, молчат ледяные просторы, шумит вековая тайга. Печора, родная Печора, угрюмы твои берега. Идут по Печоре большие суда, встают на Печоре, цветут города, бегут эшелоны, стоят терриконы, как символ борьбы и труда. Могучая наша река, широка, глубока, ты символ борьбы и труда. Поют ледяные просторы, шумит молодая тайга.
Печора, Печора, родная Печора, проснулись твои берега. Мы новую песню о счастье поем. Нам жить хорошо на просторе твоем, на севере дальнем, на горной Печоре. Мы счастье отчизны куем. Могучая наша река, широка, глубока. Мы счастье отчизны куем. Поют ледяные просторы, шумит молодая тайга. Печора, Печора, родная Печора, красивы твои берега. Печора, Печора, родная Печора, красивы